Баркл Делариас Хилсаварби. Прежде чем перейти к следующему нашему докладчику, это Беков Магомед, хотелось бы зачитать обращение Президиума Всемирного Конгресса ингушского народа, Ингушского комитета национального единства к делегатам съезда. 30 октября в 2018 году на Конгресс, в Конгрессе Охчуба Духалбарыш Бабар, цар Хадейта Кяхат Латца Адиш Волсушма. Президиум Всемирного Конгресса ингушского народа и Ингушский комитет национального единства сердечно приветствует делегатов съезда, представителей тайпов ингушского народа. В самые тяжелые исторические времена на протяжении многих веков право решать судьбу народа предоставлялось лучшим из лучших представителей тайпов ингушского народа. Это были достойные, мужественные и благородные мужчины, которые первыми брали на себя тяжелое бремя, выпавшее на долю всего народа. Региональная власть должна понять, что эффективность ее деятельности напрямую зависит от умения вести диалог с народными общественными институтами, а силовое решение – это тупиковый путь, и он не будет способствовать снижению напряженности и стабилизации ситуации в Ингушетии. Перед ингушским обществом стоят тяжелые задачи, решение которых возможно лишь при полной консолидации сил и возможностей всех и вместе, и каждого в отдельности. Роль Совета тайпов при решении этих задач особенно значима, и мы уверены, что в ходе предстоящего съезда будут определены приоритеты и обозначены главные задачи, которые являются первостепенными для ингушского народа. От имени членов Президиума Всемирного Конгресса ингушского народа и Ингушского комитета национального единства выражаем свою поддержку Совету тайпов и благодарим за усилия в деле установления справедливости, стремлении консолидировать ингушское общество и укрепить ингушскую государственность. Всем делегатам, участникам и организаторам съезда желаем единодушия, плодотворной работы, сил и стойкости в деле отстаивания законных прав и свобод нашего народа. Аллаху барца болбей. Так. Беков Магомед, адвокат. Очередной, следующий доклад у него. Ассаламу алейкум, мехкой, дадик халчин, ваша хитр, Аллаху шиберкати долдуй, ваш сохбехц буахки, эрсимехтлыбда азкамял. Мне хотелось бы в первую очередь, прежде чем я приступлю к небольшому своему докладу, это доклад о проведенной работе адвокатами с того момента, как начались вот эти все события в нашей республике. Я накануне был в следственном изоляторе города Нальчика и по рабочим моментам общался с Мусой Мальсаговым, председателем Ингушского комитета национального единства и сопредседателем Всемирного ингушского конгресса. Муса просил передать приветствие, ассаламу алейкум, веймеххошт всем, и он желает плодотворной работы и просил передать, что хоть они и находятся в местах лишения свободы, сегодня они максимально стараются владеть информацией, ситуацией, изменениями, которые происходят в республике. Я стараюсь ему как-то доводить до его сведения те изменения, которые происходят в нашей республике. Значит, теперь я перейду к той работе, которую мы начали с самого начала, когда начались вот эти события, связанные с определением вот этой границы. Была создана группа адвокатов. Идея принадлежала ряду адвокатов, и в группе оказались 7 человек. На сегодняшний день даже подсчитать мы не можем желающих и работающих в этом направлении. Очень много адвокатов, наших ребят, которые проживают и работают в Республике Ингушетия. Значит, работа, которая ведется адвокатами, это направление, связанное с отменой незаконного соглашения. Были поданы административный иск нашими депутатами, рядом депутатов. И было подано заявление о возбуждении уголовного дела по факту служебного подлога, так как были сфальсифицированы итоги голосования. Вот два основных направления я озвучу, по крайней мере, на сегодняшний день ход и результаты этой работы, потому что наше собрание сегодняшнее и вообще
все события, которые происходят в последнее время, и напряженная обстановка общественно-политическая в республике, она связана с этими событиями. По административному иску суд первой и второй инстанции нам отказал в удовлетворении иска, то есть депутатам, и на сегодняшний день подана кассационная жалоба, которая еще не рассмотрена. То, что касается заявления депутатов, которое было подано 5 октября 2018 года о фальсификации итогов голосования, волокитилась эта проверка вплоть до декабря месяца 2018 года, пока не была подана жалоба. После жалобы немножечко ситуация сдвинулась и начали хотя бы опрашивать депутатов по материалу. Значит, в марте месяце 2019 года было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении Тибоева, Светличного и Буружева, которые сфальсифицировали по крайней мере, по материалам, которые были поданы нашими депутатами. В материалах, я ознакомился с этими материалами, там находится заключение, значит, комиссии депутатов, это документ, официальный документ, проведенное расследование, внутреннее расследование, которое говорит о фальсификации итогов голосования. В материале находится 11 заявлений депутатов, которые говорят о фальсификации итогов голосования и говорят о том, что они голосовали против этого соглашения. На сегодняшний день у нас имеется 11 таких заявлений, которые находятся в этом материале. То есть, игнорируя эти заявления, игнорируя заключение комиссии, игнорируя результаты почерковедческой экспертизы, которая указала, что значит, протоколы, подписанные Тибоевым, Светличным и Буружевым, подписи на них носят вероятностный характер, что эти подписи принадлежат этим людям. То есть эксперт с точностью не установил. То есть это все основания для отмены этого постановления. Оно по жалобе было отменено, но в апреле месяце было принято очередное процессуальное решение, было опять отказано в возбуждении уголовного дела. Значит, аргумент следствия единственный. Имеется постановление Конституционного суда Российской Федерации о том, что это соглашение является законным. Просто, чтобы вам было понятно, постановление Конституционного суда Российской Федерации, все мы знаем, как оно принималось, это политическое решение, и оно никаким образом не связано с законом. Я говорю об этом смело говорить, потому что об этом высказывались не один юрист в Российской Федерации, их довольно много, это доценты, профессоры кафедры по конституционному праву, которые преподают это конституционное право. Значит, это не основание для отказа в возбуждении уголовного дела. Почему? Потому что даже если есть постановление Конституционного суда, речь идет об уголовном, возможном уголовном преступлении, которое совершено рядом депутатов, которые сфальсифицировали эти итоги голосования. На сегодняшний день я представляю интересы в этом материале депутата Байали Евлоева, и, соответственно, этот материал находится, скажем так, под нашим контролем, так как я имею право знакомиться с этими материалами, копировать эти материалы. У нас имеются в копиях эти материалы, и на столах мы будем держать в курсе народ Ингушетии о том, как двигаются наши дела. То, что касается уголовного дела в отношении наших лидеров и ребят наших, которые оказались в местах лишения свободы, мы, в принципе, освещаем эти события в интернете, но, может быть, у кого-то нет интернета, может быть, кто-то не в курсе, что происходит на сегодняшний день. Если коротко, я много времени вашего не займу, значит, на сегодняшний день говорить о том, что мы говорим, надо разграничить вину людей, которые находятся под стражей сегодня. Есть молодые ребята, которые частично, в принципе, свою вину признали. Это люди, которые оказались в столкновении с полицейскими. Мы все понимаем, что если бы не совершили эту провокацию, этого бы не было бы ничего. Однозначно, я как адвокат, как юрист считаю, что
Это была явная провокация со стороны силовых структур, и наша вина, конечно, в том, что мы не смогли предотвратить эту провокацию, прочитать эту провокацию. Вот в этом есть вина, и в том числе наших лидеров. А вины в совершении преступления, в котором их обвиняют, то есть организация применения насилия в отношении представителей власти, весь народ видел видеоматериалы, они находятся в свободном доступе. Все призывали к сдержанности и не совершать каких-либо противоправных действий в отношении сотрудников полиции. Есть эти материалы, но, к сожалению, вопреки этим материалам на сегодняшний день предъявлено обвинение Малсыгу Ужахову, Ахмеду Барахоеву, Бараху Чемурзиеву, Мусе Мальсагову, Зарифе Саутиевой и другим нашим лидерам в организации применения насилия в отношении представителя власти. То есть, ну, это абсурд. По крайней мере, из предъявленного обвинения доказательств, по крайней мере, нам на сегодняшний день не предъявили. 3 месяца Муса Мальсагов находится вообще в неведении, потому что с нами никаких следственных мероприятий не проводится. То есть 3 месяца. Поэтому в этом направлении идет работа. Работа очень сложная, потому что адвокатам сейчас в последнее время стали запрещать посещать в следственных изоляторах своих подзащитных, ссылаясь на некое письмо руководителя следственного управления Нарыжного, который является главным в этом деле, якобы, что есть письмо в следственный изолятор, чтобы не пускали адвокатов, якобы эти адвокаты защищают лиц, у которых позиция противоречит. Что это означает? Якобы кто-то признает вину из лидеров, а кто-то не признает. Это абсурд. Я тоже был отведен по этим основаниям с процесса Зарифы Саутиевой, что также является незаконным. Была подана жалоба в квалификационную коллегию судей Ставропольского края, пришел ответ, сказали, что все нормально, судья не допускала никаких нарушений, что она действовала в рамках закона, что адвокат Беков отведен из процесса в соответствии с законом. Мы будем продолжать эту работу, жалоба готовится кассационная на арест и продление срока содержания под стражей Зарифы Саутиевой. Так что вот коротко, вот такая работа ведется на сегодняшний день, она не будет прекращена. Хотелось бы довести до вашего сведения, по крайней мере, то, о чем у меня был разговор с Мусой Мальсаговой. Я задавал ему вопрос, потому что тут имеются какие-то мысли, что для смягчения меры пресечения необходимо, чтобы лидеры признали хотя бы частично вину. То есть, ну частично это как? Частично мы где-то призывали применить насилие, а где-то не призывали. Вот как-то вот так вот, половинчато это должно быть. Либо ты вину признаешь, либо ее не признаешь, либо признаешь частично. А здесь получается как? Организация применения насилия, тебе что-то надо признать, чтобы уйти на более мягкую меру пресечения. Вот скажу мнение Мусы Мальсагова. Муса сказал, сколько бы мне ни пришлось сидеть, 8 лет, 10 лет, 15 лет, вины свои я не признаю. Я не считаю себя виновным, как я ранее выше сказал, он считает себя виновным только в том, что не смог предотвратить вот эту провокацию, которая была со стороны сотрудников. Ваш бехц буахри, что война мехтла язык шукоду шадарас камак кайкрыл дарас что вей тахан хатьята ялат ждва хатр дайер действительно я цахатр вейн дадис дендалля шалду хатр тадами гиждвей атух заждуазу двей пригородные районы ляца. С мацтуха до хацвин 2021 год кашля атух я ждазно распоряжение правительства России с 20-30 годы. Цанах язди адахцис, указ день даст, он злехачу корды адахцис. 20-30 лахцик. С 21 год муссировать ханду вейнхац, может быть, это провокация. Вей ханзы, вей 92 году ханужду ахам вейн баргмедейн би массанина. Законы уже хакет чидя за принятие за территорию вейн хай лезен хеттачханы вейн провокация. Я вейн тиша боха бе вей халык бе цемехкары духнах арбе ахрвей. Ханзы провокация. Я цадел барк хажамарка нах набахбуй, ну дал мукла. Цигелж арбобы касак гуцуж. Цадел кахет мацани, сделал мостовый мехкар тавхар. Дал кахет маца халрас. Сафал безымбар. Тахана интернет яхаш хами з пейда буалцанах, хатараждук дулцанах.
Сейн Баргурада, с интернетыч, апреля месяца марки, страница яца, с Фейсбука, чевяга ватсу, никогда общение ханятся, я хатерлаттым дяры, вей духа бану кости, вей береги тулжа бо, дикя бо, кегинахы, бахкинахы, цацбо, общественный болглил бжбацы, и багам дярца, общение хугелыш. Цычи, цацхатырыш хол цыч, ну спорыш хол, но когда да, на личности, а переходить до чханы уже, ну, война адата сдаться, войгалгай гулка сдаться, в публичном пространстве, жежу оскорбление, жежу подозрение, создать ба хитрсум вей. Таханы войники разные типа лунах, но болхца безвей массаниха, хатырца девей, мохца бувей. Халк лахтыш буанах, селхан халк лахта болш буанах, yok şu mıça hanı selhan. Tahan lahtı çar yok, selhan halk lahta arış, tahan mıça yok. Ay, уз devey, derigiji, цац баханыш доложи, цавары задействованный ханвас, но тахан хагуш бианып бажнах, цац хатар хаятыш, хагуш мбулинах. Шейл дахи, иш подозрение, да яха, иш личные амбиции, да яха, вей кам хава шахкиты, тауруз асхабу янышсыны, сболхы, цанвей дахури баабар. Вей кус мегеддац вейл. Цяк цахамбадар вей любой хадежду ахам ца деш ахт девей галгай. Ца прямой девей со вей фудидес тахана халкужлах тажиш кегинах бувей. Образование вей цехули. Вей спортсмены шханапяны вей мох кабуах кабачан. Тахан изисание, тахан ацани алру, закон о реабилитации репрессированных народов, да закон, да территориальная реабилитация, е. Юристы штхоустах, а цех закон довейн, закон уёх, ще субъекти, царь договорится, дешь матка, дуазу атухи шел ждать. А ханс конституционный суд с хая решение ери по нашей земле, по восточной границе. Цуёх, изменение ятер, установление границы ИР, обязательный ИР для всех субъектов Российской Федерации ёх, шинглаваза договорится, дячил теха, нахица уалыш дуазу атухи шел ждать. Высший конституционный судья, цуаскяхат адилат. Вей фунна дути мала дути тахан законец дац с дети цараз адилат. С адилачи тахан законат адихадян цар адила должна вей цахам хадуй. Вейна куана вейна халык бейта бувей, вейна буа бейта бувей. Вей с де мега дац, вей с де ищац, вей законец бей бол без с мала бол бы тахан вей халхлахт жва, вейна хатвейна жва, пулгулхуа. Аллаху ши дал беркати волуиныз. Аллаху ши таханы дикет шамынтия. Не хак лордеш, не дуазул лордеш, схуголи. Аллаху ши цын бол беркати бол. Нагасаны цыны вейкамын тиша бол би, аны илчи сақ мотти кули ызы болхцу дабыл боля. Аллаху ши соц бол ызы цын техмалахтыры. Ызал безім барсы, қайкырыл де безім барсы. Таханы шиглава ахейн маркя, з дуазу атуахи шолыждах чуан. Тахан вей главазы с дуазу азы штуха датян уали с дуазу атухи шолжда чуан, так что вей халхлахт жуасаги вей парламент и селханы таханы духа болцичных тишаш белха дати хабян حدياتسر تغنى داروان حلق ليحتا والجواسق زندي محمد يا جواسق قيكرل يا درسين مسني مخكو كم يا در بقول حي депутатش حقول بي بايعلو неоднократно очередное заседание حي чханы оттягивать депутатش ваших цикетитش тагана анзы духах баржицыш бисапыш бергже ладно нохчеве вежри бы дуазу атихадянат дали кылрус кули шарды адатды дишанах бы, цигях бы, узах бы, кадыровские власти вечные, Путине власти вечные, таханы власти, цавар хатвах, цаны ишт нисхеттас, цар шваждяр нисхет, багахет, но таханы власть хуслышхул, кабанах хатвашхул, дишанах, алымнах, образованных, вемехка бы, цар мехка бы, из дуазу, вот да, цанага. Вей тахана ил ез, вей фил халдез, вей зембуахкаш халдез, вей западной границы, вей тахан халхлатш буанах, вей каман тиша бог цубой с бог хахлишулш бачу. Аллаху ши беркати долду, Аллаху ши дал вей каман ники барт безм жуа болб, дал дикич хаман тянис долду и мастери юхт вохлп Аллаху ши. Аллах ряз халшан гантер должен аздук камелдара. Мухаммад, минуточку. Вот поступил вопрос. Дел ряз халман. Для выступления РАЯР. Территория изменения подсудности
Железноводский городской суд будет рассматривать, да, некоторые дела или все дела наших? Сейчас я объясню. Значит, на сегодняшний день по двум фигурантам, если не ошибаюсь, Дукбовежнах Масна Дакуавацус, Железноводский определите, подсудность, Маснян Яяцис определите, а забесни дышон коротко, замыштхол. Управление Генеральной прокуратуры по СКФО обратилось в Верховный суд Российской Федерации об изменении территориальной подсудности. Что это такое, я вам объясню. По месту совершения правонарушения суд должен рассматривать дела. То есть, грубо говоря, если совершено преступление на территории Республики Ингушетия, расследовать может, да, любой следственный орган, в том числе СКФО и Москва, но дело должно быть направлено в суд по месту совершения деяния его законос. Всякий его законос. Территориальная подсудность может быть изменена по определенным причинам. Есть правовые причины. Значит, в данном случае речь не идет о правовой причине. Речь идет о том, что я вам коротко, даже я наизусть помню это письмо заместителя генерального прокурора по СКФО, в котором сказано следующее, что наши лидеры и участники протестных акций имеют обширные связи в судах Республики Ингушетия. В связи с этим есть необходимость изменения территориальной подсудности, так как ставится под сомнение беспристрастность и объективность судов наших. И планируются якобы какие-то крупномасштабные протестные провокации, акции, которые могут привести там к столкновениям. Вот в связи с этим попросили изменить территориальную подсудность. Верховный суд сказал, да, мы вам меняем территориальную подсудность, и переправил это в Ставропольский краевой суд. Теперь Ставропольский краевой суд по всем нашим участникам должен определить территориальную подсудность. Это, возможно, будут еще и другие суды, то есть Ессентукский суд, Пятигорский суд. 21 обвиняемые уже переведены у нас на первую часть, то есть до 10 лет лишения свободы. Статья до 5 лет. Изначально это так и должно было быть. То есть это абсурд был, когда им предъявляли вторую часть. Просто их необходимо было изолировать, закрыть и показать свою силу, что федеральная власть вот таким образом вам, ребята, не простит, если вы будете подавать голос, если вы будете отстаивать свои права всеми законными способами. Но мы сейчас не говорим о вине здесь, я еще раз говорю, частично ребята вину признали. С момента. И секция ходул жахаз. Живекегинах 6 месяцев почти отбыть для дукахчар. Если до 5 лет лишения свободы, наказание назначит дечханы 1 за 2 дня посчитать дедеждца на царяхкаха, почти шуяхкахулыш. Саделкахет может быть получится так, что хотя бы за отсиженным они будут освобождены. По лидерам пока у нас о территориальной подсудности речь не идет. Ханзекегинах вейца осудить бя. Так они возьмутся за наших лидеров протеста, которые стояли во главе народного протеста. И я думаю, я ответил развернуто на этот вопрос. Баркалчу.